Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Сайнурат Давлатов, доктор психологических наук. С 98 года я бизнес-тренер, обучаю людей личностный рост, финансовую грамотность. Хочу сейчас рассказывать вам о именно воспитании детей, как помогать своему ребенку стать сильной личностью, формировать сильный характер. Дорогие друзья, с каждым днем, на сегодняшний день, где мы с вами живем, то время, которое мы с вами живем, с каждым днем получается, что информация, нужная, ненужная, становится больше и больше доступна детям. Когда информация очень много становится доступна детям, это быстро испортит их характер. Мы видим с вами, что вторая проблема от этого возникает. С каждым днем разрыв, то есть интерес между родителями и детьми становится больше и больше. То, что интересно родителям, уже не интересно детям. То, что детям интересно, она не интересна родителям. Получается, что между нами вот это расстояние становится больше и больше. Могу сказать, что с годами это приведет к больше и больше трудностей, взаимопонимания, страданий и так далее. Следующая важная вещь, которую сейчас мы видим, это миф. Миф о том, что учиться хорошо это не обязательно, потому что несколько таких людей, как Стив Джобс или кто-то еще, они якобы Эдисон и другие, они были троечники, но стали успешными и так далее. Но это миф и очень сильно распространяется, и многие люди думают, что не обязательно хорошо учиться. И четвертая вещь, которую я вижу постоянно дети обижены на родителей, постоянно дети претензии проявляют родителям и так далее, что якобы, вот если вы родители, вы обязаны для меня то-то, 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 то-то и так далее. Их очень много. Дорогие друзья, я хочу сказать, что сейчас больше всего ваши дети нуждаются в вашем внимании больше, чем кто-либо. Потому что именно этого сейчас в данный момент дефицит. То есть, потому что мы работаем, чтобы обеспечить их одновременно, и перед этим не успеваем вкладывать в формирование их личности. Я буду давать несколько практических советов, которые помогут вам действительно уменьшить этот риск. Возможно, 100% это устранять не могут, но уменьшить это гарантированно. За эти годы, которые я работаю, мы очень многим детям помогли, очень многим родителям помогли. Первое, что надо делать, надо формировать характер своего ребенка. Надо понимать, от чего зависит характер. Понимаете, я 20 лет езжу в разные страны мира, выступаю в разных странах мира, больше 600 тысяч человек посещали мои тренинги, семинары. Я столкнулся с тем, что если человек в семье, в детстве не обучал определенные ценности, образование ему мало поможет. Жизненные ценности человек получает именно в семье. Семья должна иметь большую ценность для нас. И дети это видят. Это очень важно, чтобы донести до детей. Значит, первый, характер человека формируется, на что он потратит свое время. Если ваш ребенок найдет немножко свободное время, он обязательно его тратит на тех поступках, на тех действиях, которые разрушают его характер, создают трещины в его характере. И годами это становится больше и больше и больше. Например, лень, откладывание на потом, вранье и так далее, и так далее, и так далее. Понимаете? Второе. Ребенок должен сам понять, что хорошо, что плохо, что нужен, что не нужен. Он сам должен отличить. Понимаете? То есть, второе, ребенок должен быть самостоятельным. И с самого детства вкладывайте в сознание ребенка понятие самостоятельно принять решение, самостоятельно двигаться, самостоятельно сообразить, в каком обществе он находится. Самостоятельность большую роль играет для его будущего. Это означает, что если за него вы все проблемы будете решать пока, скажем, до 20 лет, до 25 лет и так далее, тогда вашему ребенку вы забираете от него вот этот дар Божий. Вы забираете у него именно то, что дает ощущение счастья. Человек ценит то, что сам добывается. Поэтому пусть 10 лет, 15 лет воспитывайте в ребенка самостоятельность. Пусть маленькие достижения цели развиваются у него. Чем больше он достигает маленькие цели, тем больше у него лидерская способность растет и самостоятельность растет. Он становится жизненноспособным человеком по окончании средней школы. Следующее, что необходимо, это оценки. Внимание обрати, очень много людей говорят, не обязательно, чтобы ты отлично учился, не обязательно твои оценки и так далее, и так далее. Очень много людей это воспринимают так, на последнее время такое. Но я хочу вам сказать, оценка это не показатель ума, это показатель вложения усилий. Фермер получает хороший урожай, это не показатель его желаний, это показатель вложения труд.
Понимаете, миллионеры, миллиардеры получают, становятся богатыми и так далее, не потому что они хотели быть богатыми. Это показатель его вложения труд и усилий. Это показатель стоимости его навыка и умений. Это что означает? Очень важно, чтобы ваш ребенок сам собой наблюдал и измерял свой труд, измерял свои эффективности, измерял. Поэтому скажите, оценка – это нормально. Стремись к лучшему, стремись учиться лучше, стремись понять и учиться хорошо – это очень важно. Знаете, чем больше вкладывает время в себе ваш ребенок, тем больше он станет умнее, мудрее, сильнее. Я хочу вам сказать, что все то, что испортит нашу жизнь, все то, что испортит наш характер, все то, что, можно сказать, разрушает наше будущее, все выглядит привлекательно, соблазнительно, все выглядит ярко и интересно. Например, пить, курить, ходить в казино, там, игровые автоматы, гулять, можно сказать, бездельничать. Это все выглядит весело. Гулять там, непонятно, в раннем возрасте и так далее. Это все выглядит круто. Но поверьте, это все испортит судьба любого человека. А все то, что делает тебя мудрым, сильным, великим человеком, она со стороны выглядит скучно. Она со стороны выглядит неинтересно. Это что? Читать побольше, заниматься спортом, работать над собой, быть в сдержании и так далее, управлять собой, своим эмоциям, своим гневом и так далее. Многие вещи, которые делают человека сильными, со стороны они выглядят неинтересными и скучными. Понимаете? Вот это все формирует сильную личность в вашем ребенке. Но это все у него формируется только в одном случае, если вы вкладываете время. Если у вас нет времени для своего ребенка, завтра не обижайтесь, когда в старости у него не будет времени для вас. Не обижайтесь потом. Почему? Потому что у него точно так же не будет времени и для вас. Поэтому есть единственная тема, которая объединяет нас между детьми и родителями. Это человеческие ценности, это духовные ценности. Вкладывайте время для того, чтобы воспитать своего ребенка. Говорите с ним искренне от души. Одной из ценностей в вашей жизни должно быть именно найти общий язык с вашим ребенком. Это что означает? Это означает, что единственный человек, который несет ответственность за будущее вашего ребенка, это вы. Единственный, кому он должен рассказывать свое сердце, свою боль, свою любовь. Единственный, кому он может открыто признаваться все то, что у него есть, это должны быть вы. Именно вы. За его будущее, его характер, его личность несет ответственность не государство, не общество, не кто-то другой, не садик, не учителя. Именно вы. Потому что если завтра, я хочу вам сказать, если сегодня вы время не вкладываете в нем и об этом не позаботитесь, о формировании его ценностей, завтра он принесет в вашу жизнь больше боль. Понимаете, улица забирает у вас такого ребенка. Просто улица забирает. Будущее детей, у которого нету в семье формированной ценности, будущее этих детей наркомания, алкоголизм, можно сказать, разводы, бедности, тюрьма и так далее, и так далее. И они забирают у вас. Эти дети наказание для родителей. Дети могут стать гордостью для родителей, дети могут стать наказанием для родителей. И каждый человек, что сеет, то и собирает. Поэтому, если мы вкладываем в детей именно это человеческие ценности внутри них, чтобы они вышли за пределы национализма, за пределы этой глупости, за пределы этой личной, можно сказать, амбиции, они начали стать великими людьми, сильными людьми. Вот этим можно гордиться. Нельзя гордиться, что ты просто родил ребенка. Кошка тоже рожает детей. Птица тоже имеет своих детей. То есть, внимание, а вот как ты их воспитываешь, какими людьми они становятся, это важнее всего. Поэтому одна из частей нашей миссии на этой земле стать, можно сказать, те родителями, которые воспитывают достойных детей и оставляют после себя великих людей, которые принесут этому миру добро. Дорогие друзья, найдите мою книгу, которую выпустил Alpina Publisher и Exmo, называется «Мой гениальный ребенок». Я там очень много ценностей пишу, очень много, можно сказать, те инструменты, те практические советы даю, которые поможет вам, чтобы ваш ребенок стал сильным и уважал вас, снил вас, чтобы мы вместе могли помочь создавать, улучшить наше общество в лучшую сторону. Счастья вам и вашим семьям!